Двое граждан Таджикистана скончались во время хаджа. У Завкибека Саид Амини и Абдусаттора Пирмухаммадзода нет адвокатов. Рахмон в Рагуне встретился с подрядчиком строительства плотины Рагунской ГЭС. Президент Кипра лично вручил медаль таджикскому студенту. Сегодня в Стамбуле Россия, Украина и Турция обсудят обеспечение безопасной отгрузки зерна. Двое граждан Таджикистана скончались в Саудовской Аравии во время церемонии хаджа. Скончавшимися являются 62-летний Мухаммад Расулов, житель города Исфара, и 64-летняя Кизлар Гультаджиева, жительница Кабудийонского района. Как сообщает Комитет по делам религии со ссылкой на главного сопровождающего врача таджикских паломников Турахона Шарифзода, у обоих случился сердечный приступ. Оба таджикских паломника скончались от сердечного приступа. Церемония их похорон прошла в мечети Масджид-уль-Харам. По данным комитета, остальные таджикские паломники здоровы. Но из-за чрезмерной жары и питья холодной воды некоторые из них обращаются к врачу в связи с болью в горле, простудой, высокой температурой, говорится в сообщении комитета. Также обращаются из-за несварения желудка, с болями в мышцах, повышением давления. Близкие Завкибека Саид Амини и Абдусаттора Пирмухаммадзода сообщили, что у задержанных журналистов нет адвокатов, а где и в каких условиях они содержатся, неизвестно. Один из родственников Абдусаттора Пирмухаммадзода сообщил радио Зоди, что сотрудники правоохранительных органов изъяли мобильный телефон и банковские карты журналиста, однако о том, в чем он обвиняется, не говорят. Машина Абдусаттора стояла у здания МВД по городу Вахдат. Нам позвонили и сказали забрать машину, поскольку Абдусаттор задержан на 10 дней. Нам его не показывают, где он находится и по какой причине задержан, мы не знаем, сказал его родственник. Сотрудников БОП МВД по городу Вахдат 9 июля вызвали на допрос блогера Абдусаттора Пирмухаммадзода и, по словам одного из его близких, до сих пор не отпустили. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон накануне 12 июля в городе Рагуне встретился с подрядчиком строительства плотины Рагунской ГЭС, руководителем компании Виболт Пьетро Салини. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между правительством Таджикистана и компанией Виболт по выполнению двухсторонних обязательств по строительству гидроэнергетических объектов Рагунской гидроэлектростанции. Накануне Эмомали Рахмон совершил рабочую поездку на Рагунскую ГЭС, где ознакомился с ходом работ на различных объектах гидроэлектростанции. В частности, президент посетил основную плотину гидроэлектростанции и другие строящиеся объекты. Студент из Таджикистана Абдухаким Абдусамадов признан лучшим выпускником Восточного Средиземноморского университета в Северном Кипре. Специальную медаль он получил из рук президента этой страны Эрсина Татара. Абдухаким поступил в этот университет в 2019 году и первый год обучался в режиме онлайн. Несмотря на это, он был признан студентом года инженерного факультета. Этот титул он получил и в последующие 3 года, и в этом году перед выпуском ему вручили специальную медаль за отличную учебу. Переговоры между военными делегациями России, Украины и Турции с участием представителей ООН по обеспечению безопасности отгрузки зерна, ожидающего в украинских портах, состоятся в среду в Стамбуле. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулюси Анкар. Он отметил, что переговоры сторон, осуществляемые в рамках дипломатических усилий президента Турции Реджепа Таyyипа Эрдогана по урегулированию продовольственного кризиса, развиваются в позитивном русле. Министр напомнил, что в рамках этих усилий он провел консультации с коллегами из Российской Федерации Сергеем Шойгу и Украины Алексеем Резниковым.